Экопросвещение для Романа Саблина уже 9 лет. Образ жизни и повседневная привычка. Он, как ведущий экотренер в России и странах СНГ, вместе со основателем компании «Зеленый драйвер» Александром Башкирцевым пришел сюда на Международный экологический форум «Зеленый полумесяц» вдохновлять людей через личные примеры и снижать нагрузку на окружающую среду, эковоздействие на жизненное пространство участников и не только. Постепенно избавляться от одноразовых вещей, заменяя их на многоразовые. Это история про разбарахление, как грамотно избавляться от ненужных вещей, не просто их выкидывая, а давая им вторую жизнь, например, отдавая на благотворительность. Как практиковать раздельный сбор, насколько он возможен в условиях регионов, энергосбережения, водосбережения. И в целом наша основная задача еще всех познакомить, что приедут люди с разных регионов, обменяться опытом, вдохновиться. И 2 дня мы будем рассказывать, вдохновлять, передавать свой многолетний опыт. И очень надеемся, что благодаря этому форуму, благодаря команде, благодаря школе ресайклинга и многим проектам, которые, в частности, Адам внедряет, регион станет еще более экологичным. Экологист как новоиспеченный термин, рассказывает Роман. Человек, занимаясь просветительской деятельностью, заряжает экожизнью и других. Порой многие из-за отсутствия знаний, сами того не подозревая, ежедневно наносят вред окружающей среде. Все люди здравомыслящие. Просто люди не все понимают, что пластик не разлагается. Он распадается в микрочастицы, убивает птиц, животных. Да? Что если ты выбросил какую-то вещь, не отдал ей вторую жизнь, не отдал на благотворительность, где-то там потратили ресурсы, чтобы ее произвести. Если ты покупаешь бездумно чипсы, газировку и прочее, и опять же это выбрасываешь, это тот мусор, с которым ничего нельзя сделать. Поэтому это экопросвещение, это через разные способы, через такие тренинги, через социальные сети, через книги. Форум проводится с целью изучения основ экологичного образа жизни, консолидации усилий бизнес-сообществ, образовательных организаций, добровольческих объединений и общественных организаций. Кроме того, именно здесь формируется экомышление в молодежной среде, объединяются усилия по сохранению природного наследия и поддержанию экологического благополучия. Такой проект, как «Добрые крышечки», представленные Болгарией, или проект «Экологисты из Ростова», изготавливающие сумки, ручки и другие предметы из рекламных баннеров, не единственные. Адам Калиматов поделился, какие идеи в рамках форума представит и наш регион, состоящий в тройке самых экологичных субъектов России. В рамках этой образовательной программы мы хотим, чтобы у ребят образовалось первичное знание, там целая образовательная программа, но первичное знание, чтобы они знали о проблемах экологии региона, о путях их разрешения и чтобы они могли в дальнейшем ретранслировать свои навыки другим. То есть они, чтобы сами по выходам вот этих 2-дневного интенсива стали сами экологическими тренерами и дальше распространяли эти знания в нашем регионе. Второе, то, что мы планируем сделать, это дополнение различных проектов, которые уже существуют на территории России и в нашем регионе. То есть это, допустим, как я уже ранее говорил, друг с другом не связанных проектов, но объединенных одной целью. Руководитель проекта «Посадилия» Мариана Мунтяна в Ингушетии впервые. Она выразила надежду, что в скором времени проект обретет новых единомышленников и в нашем регионе. Мы с Екатериной коллеги. Проект «Посадилия», он также проходит в рамках движения «Эко». У нас есть краудфандинговая платформа, благодаря которой мы аккумулируем средства на посадку деревьев и организуем посадку деревьев на местах, собственно, где необходимо восстановление лесов. Много вопросов вызвало само название Международного экологичного форума. Заинтересовал и смысл логотипа «Зеленый полумесяц». Все мы знаем, что есть международное движение Красного Креста. И есть такое же международное движение «Красный полумесяц». И по аналогии есть такой же международный зеленый крест, но на данный момент не существовал международный зеленый полумесяц. Конечно же, планка очень высокая, которую мы взяли, но мы начинаем с малого и потихоньку видим успехи нашего продвижения на тот момент. Наука, изучающая взаимодействие человека с окружающей средой, здесь, в Ингушетии, прямо на глазах приобретает статус особенной национальной идеи, подкрепленной целеустремленными молодыми людьми, где в суматохе обсуждений даже самый несведущий в экологии может выйти отсюда настоящим экологистом. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.